Я хочу заострить внимание прессы на нескольких принципиальных моментах создания и деятельности Крымско-Татарского народного фронта. Во-первых, та предварительная информация, которая уже прошла в прессе до нашей пресс-конференции, дала людям недостоверную информацию. Было заявлено, что создается некая новая оппозиционная Меджлису общественная организация. Это ложь. Во-первых, Крымско-Татарский народный фронт – это не организация, это объединение легальных, законодательно заявленных и законодательно закрепленных общественных организаций. И смысл деятельности Крымско-Татарского народного фронта – это объединенные усилия этих организаций и крымских татар различного рода, там, и деятелей науки, искусства, культуры, простых граждан, в принятии Украиной закона о реабилитации крымско-татарского народа и восстановлении его прав. То есть Крымско-Татарский народный фронт – это не фронт против Украины, это не фронт против Меджлиса, это не фронт против кого бы то ни было. Это фронт сотрудничества крымско-татарского народа с официальным правительством Украины, целью которого в итоге должно стать разработка, принятие и публикация закона Украины о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа. К величайшему нашему сожалению, 20 лет независимости Украины такой работы не велось. Поэтому те слова, которые были сказаны вот в начале пресс-конференции о том, что Украина не сделала то, не сделала это правда. Но эти слова звучат не как обвинение государства Украины, а как справедливая критика того, что не было сделано. Причем это не было сделано как со стороны Украины, так и со стороны крымско-татарского народа. Потому что отдельные люди, взяв на себя, вернее, узурпировав право говорить и принимать решения от имени крымско-татарского народа, ни разу за 20 лет не поставили перед Украиной этого вопроса. Далее. Принципиальный момент по названию и идее самого закона Украины о реабилитации и восстановлении прав. Принципиальным моментом там будет упоминание слов «крымско-татарский народ». Почему? Не депортированные лица, а именно народ. Потому что на сегодня крымско-татарский народ – это единственный уникальный фактор в истории Украины, который был выселен с исконного коренного места обитания. Более на территории Украины других народов не выселялось. Да, депортировались болгары, греки, немцы, но именно к ним относится закон о депортированных лицах. Как крымским татарам, как уникальному явлению на территории Украины, должен быть применен свой особый, уникальный, отдельный закон. И именно принятие этого закона и будет добиваться в сотрудничестве с правительством Украины Крымско-Татарский народный фронт. Спасибо.